Всего на повестке дня очередного заседания Кабмина более 15 вопросов. Члены правительства утвердили порядок применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установление торговых надбавок. Как подчеркнула вице-премьер-министр экономики Кристина Озган, ситуация на рынке нефтепродуктов складывается не в положительную сторону. И это вызвано экономическими и политическими обстоятельствами. С начала 2022 года изменились и условия налогообложения. Увеличился налог на добычу полезных ископаемых в России. Увеличены ставки акцизов. Так как мы не можем влиять на формирование входящей цены, она формируется, соответственно, на рынке Российской Федерации, у нас есть возможность контролировать ту стоимость, которая формируется у поставщиков. Мы же в данном случае в Абхазии будем контролировать уровень доходности компаний, осуществляющих поставку и реализацию нефтепродуктов путем применения предельных значений надбавок по видам топлива, соответственно, и по сети, разделяя опт и розницу, соответственно. Поэтому предлагается до 1 мая, учитывая, что ситуация на рынке нестабильная, пока зафиксировать предельный уровень надбавок, соответственно, на бензин марки «Регуляр» 92 в пределах значений от 6 до 14 и, соответственно, на дизельное топливо от 2 до 5. Александр Анкваб подчеркнул, что главное в нынешней ситуации не создать дефицита топлива, поэтому отслеживается его наличие и суточная реализация поставщика. И не удивляйтесь тому, что мы запрашиваем у вас данные. Это важно, и надеемся на вашу и дальше добросовестную работу. Придется потерпеть, не будет таких доходов, не будет такой прибыли, как была раньше, но наша задача обеспечить стабильность, что мы и делаем сегодня, принимая этот документ. Надеюсь. Члены правительства дали согласие на подписание меморандума между Министерствами соцобеспечения Абхазии и Российской Федерации. Документ предусматривает сотрудничество в части гармонизации законодательств двух стран в области обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности, а также формирование в Абхазии системы обязательного соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Российская сторона будет оказывать необходимую методическую помощь абхазской стороне в разработке соответствующего законодательства. В рамках реализации настоящего меморандума стороны будут приглашать друг друга на встречи и мероприятия. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего меморандума, стороны будут осуществлять самостоятельно в соответствии с законодательством государств. Члены правительства одобрили и подписали меморандум между Абхазией и Россией в области гармонизации законодательств двух государств в части установления групп инвалидности гражданам, в том числе детям. Также Кабинетом министров внесены изменения в некоторые нормативные и правовые акты в сфере социального страхования. В данном постановлении предлагаем увеличить размеры пособия по рождению ребенка для работающих родителей с 13 500 до 15 тысяч, а также еще увеличить размер пособия для женщин, ставших в медучреждениях в ранние сроки беременности, с 800 рублей до 1000 рублей. Хотелось бы и больше размер увеличить, но, к сожалению, из-за ситуации экономической, небольшая сейчас, в связи с пандемией и всеми условиями, которые вы все прекрасно знаете, мы не стали на большую сумму увеличивать. Посмотрим, как этот год мы отработаем, а потом уже, если получится, еще будем надбавки делать. Решением правительства остатки средств республиканского бюджета на 1 января 2022 года перенаправлены на начало нового финансового года. Я хочу сразу заметить об общем объеме, проинформировать вас об общем объеме остатков средств на начало года в республиканском бюджете, который составляет 705 миллионов рублей, из которых 143 миллиона рублей являются средствами собственными. Все остальные средства являются целевыми и в обязательном порядке должны распределяться на основании решений Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Таким образом, Кабинет министров предлагает распределять средства на установленные в соответствии с решением, а также на осуществление выплат, сокращение долговых обязательств и сокращение заимствований.
Кабмин поддержал постановление о проведении переговоров и подписания межправительственного соглашения между Абхазией и Адыгеей о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном, социально-культурном и экологическом сотрудничестве. Также утверждены соглашения между правительствами Абхазии и России. Они касаются таможенного контроля и товаров. Затем была утверждена ведомственная краткосрочная целевая программа, направленная на освещение на государственном языке в СМИ деятельности законодательного, исполнительных, судебных и общественных организаций. Следующим вопросом министры приняли постановление о порядке госучета основных показателей состояния дорожного движения и дорожно-транспортных происшествий Абхазии. Если посмотреть вообще опыт мировой, неважно, в том числе европейский, то процентное соотношение числа ДТП и населения, количество автотранспорта в разы превышает, чем это, допустим, может быть на территории Абхазии. Причина одна, не потому что мы дисциплинированные водители, нет. К примеру, там немцы недисциплинированные водители. Мы просто не учитываем огромное количество дорожно-транспортных происшествий, которые совершаются в республике. И это правда. Если мы научимся это делать, тогда будет объективная и реальная картина. Кабмин дал согласие на передачу имущественного комплекса водонасосной станции в селе Дзыкута и здания второй Ишерской школы в ведении администрации Сухумского района. Члены правительства изменили порядок посещения пещер на территории Абхазии. Речь идет о так называемых диких пещерах. Как пояснил председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава, в ходе работы спелеогрупп часто обнаруживаются новые карстовые пропасти, а затем открываются в них залы, коридоры и водопады. Здесь возникает вопрос о придании объектам географических названий. Спелеологи делают это, не согласовывая с Комитетом по экологии. Могу в качестве примера сказать, одна из самых глубочайших карстовых пропастей в мире, находящаяся на массиве Арбайка, Воронье Крубера. Почему оно не должно было иметь абхазское название? Ну, нам спелеологи говорят, что язык ваш трудный, трудно произносить там, и так далее. Ну, мало ли что, язык трудный, но на территории Абхазии, ведь эти все пещеры, они уходят в международные реестры, и где значатся. Решением Кабмина 2 земельных участка площадью по 6 соток в селе Бабушира и Гулрыпш переведены из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов для строительства жилого дома и дачи гражданам Адлиба и Цвижба. Также принято решение о том, что перевод земельных участков для строительства туристических объектов будет тщательно контролироваться Минтуризмом. В завершении заседания члены правительства обсудили вопросы размещения и обеспечения беженцев из ЛНР и ДНР. В пансионате «Айтар» на сегодняшний день размещено 96 человек, большая часть из которых дети. Они обеспечены питанием, медицинским обслуживанием, сотовой связью. Есть даже детский психолог. 1 марта для беженцев была организована экскурсия в Новоафонскую пещеру. Оказывают поддержку и обычные граждане. Премьер-министр поблагодарил жителей республики за неравнодушие. Был такой эпизод. Они купили там, что надо было, естественно. Это расходы нашего бюджета. Но потом, как узнали, что это представители, наши гости из Луганска и из Донецка, и начали их одаривать всем, что у них было, вещами, обувью. Вот это есть очень важное отношение, и наши граждане это продемонстрировали. Все произошло спонтанно, очень трогательно. Они звонили своим родным в Донецк, в Луганск и рассказывали об этом. В пансионате «Айтар» круглосуточно дежурят бригады Минздрава, МЧС и других ведомств. Детей и женщин поручено обеспечивать всем необходимым. Гугу Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.